Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об истории строительства ингушских башен. Гость нашей программы – заместитель директора археологического центра имени Евгения Крупнова Умалат Гадиев. Умалат, здравствуйте. Здравствуйте. В одном из предыдущих выпусков нашей программы мы уже говорили в общем о нашей национальной архитектуре, обо всех видах сооружений. В этом выпуске хотелось бы поговорить о башенной архитектуре. Начнем, наверное, с того, когда началось строительство башен, зарождение. Башенная тематика достаточно емкая. Этим вопросом, проблемам связано с происхождением, изучением башенных построек уделял значительное внимание и более ранние периоды, да, и сейчас этому уделяется большое внимание. Касаемо хронологии, конечно, эта тема актуальная, тема, требующая изучения, уточнения некоторых аспектов, потому что есть данные разных наук. В общем, и в данном случае я как археолог могу сказать, что есть и данные археологии, которые говорят о том, что башенная архитектура, она претерпела изменения на протяжении многих сотен лет. Как правило, допустим, в советской археологии самыми ранними формами башен, классических башен, да, вкладывая в этот термин, да, все значение, содержание, то есть мы имеем в виду, когда говорим о башне, структуру, направленную в вертикальном направлении. Да. Башня – это, как правило, строение, которое вытянуто вверх, там может быть несколько этажей, ярусов, вот. И если говорить о таких конструкциях, то, допустим, тот же археолог Сержидин Умаров, который проводил исследования в ущелье реки Фортанга в советские годы, это конец 60-х годов, проводил археологические раскопки башенного поселения Сечаак. И там он открыл археологические материалы, изучил археологические материалы при раскопках башен, которые, по его мнению, и по мнению многих исследователей, относятся при периоду примерно 11-12 веков. В общем, и вот эта классическая форма башни, да, жилой башни, к примеру, если мы говорим, почему мы говорим о жилой, потому что все исследователи единодушны в мнении о том, что сначала, конечно, возникли жилые башни, в последующем, уже в процессе генезиса, развития строительного дела в рамках, допустим, нашей горной Ингушетии появились иные формы последующими, это полубоевые, классические боевые башни, тоже разных форм и конструкции. Вот. И поэтому здесь, как я и говорил, и практически все археологи считают, что примерно 11-12 века и завершение где-то примерно 18 и даже начало 19 века. Есть тому примеры. Вот. Однако предтечей к башенной архитектуре считают мегалитические постройки, обнаруженные в горной Ингушетии. Но это несколько иные конструкции, потому что циклопические постройки, сооружения горизонтальной планировки. Да, это не совсем башня. Они изучались, скажу, очень слабо. В каком плане? О том, что нет многочисленных каких-то примеров их разностороннего изучения. Как мы знаем, и 80-е годы, вообще в целом советский период, археологическими раскопками этих подобных мегалитических сооружений в горной Ингушетии занимался только Макшарип Багунович Мужухоев, наш знаменитый археолог, доктор наук, профессор. Вот. Однако при раскопках был получен буквально незначительный материал. Это всего несколько фрагментов керамики, которые были отнесены к бронзовому веку. Вот. Но при этом
Археологические раскопки, которые проводились в ущелье Фортанги, в Сечах, затем в 1987-1988 году на Килийском башенном комплексе при строительстве Кавказской перевальной железной дороги, опять вдоль стен циклопические сооружения. В Килии была обнаружена средневековая керамика. Поэтому стал вопрос археологически, каким периодом датировать эти постройки: бронзовым веком, развитым средневековым или иным хронологическим периодом. Поэтому вот существует такая вот, можно сказать, дифференциация вопросов, связанных с определением возраста этих построек. Но практически все исследователи считают, что жилая башня, да, возникла здесь у нас, ну, не только в Ингушетии, да, вшире, если мы берем, то примерно в XI-XII века и просуществовала вплоть до начала XIX века. Если говорить о жилых башнях, то они в целом, несмотря на то, что существует целая серия работ, целая серия исследований, они все-таки изучены слабо, особенности в археологическом отношении. Чем это объясняется, Умалат, слабая изученность именно конкретно башен? В советское время так получилось, что, конечно, значительное внимание уделялось раскопкам прежде всего погребальных сооружений. Но это в целом такая характерная черта вот для этого периода. И начиная вот с XIX века, когда, допустим, около селения Кабан было обнаружено погребение кабанской археологической культуры, которую мы все широко, о которой мы знаем, которая сейчас широко освещается, об этой культуре много написано, изучено и так далее, то вот наступил такой вот дисбаланс в деле изучения погребальных и жилищно-бытовых объектов археологии. Да. И, конечно же, при раскопках погребальных объектов обнаруживается значительное число вещевого инвентаря, находок. Очень много обнаруживается предметов. Вот. Что касается бытовых построек, ну, таких как, например, те же башни, то здесь, как правило, находок не так много, но они бывают. Бывают, и зачастую эти находки показывают уровень развития, допустим, строительного дела в тот или иной период, ювелирного дела, в общем, деревообработки, изготовления каких-то железных конструкций, то есть металлургии, там, металлургического производства и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот реальность была в том, что до нашего времени практически в целом, если брать в целом, археологические эти памятники мало изучались. Но были попытки изучения с точки зрения архитектуры, истории развития. Вот, допустим, тот же Аркадий Гольдштейн, как историк архитектуры, ну, достаточно плодотворно занимался исследованием тех же жилых башен, боевых башен. Ну, конечно же, с многими положениями Аркадия Гольдштейна можно поспорить. Потому что выводы о том, что, к примеру, те или иные виды построек произошли от, допустим, какого-то исходного очага, там, сразу же там, из Передней Азии там, или с Ближнего Востока, то это тезис, который требует реального подтверждения. Да, каким образом, допустим, да, в тот же, к примеру, в 15 или 16 веке или в 14 веке тот или иной вид постройки мог возникнуть благодаря влиянию Ближнего Востока, Передней Азии, какие исторические причины, какие обстоятельства послужили тому, что вот несколько сот лет назад там как источником вдохновения, будем говорить, для ингушских строителей, да, послужили какие-то примеры архитектуры из Передней Азии. Вот, да, потому что мы знаем историческую ситуацию того периода, мы знаем, какие были взаимоотношения между Кавказом и вот этим регионом, да, и говорит жестко о том, что вот там именно с этого региона там несколько сот назад были культурные импульсы в нашу сторону. Ну, нет этому уже таких вот достаточно подтверждений.
Поэтому я считаю, да и предыдущие археологи, коллеги, наши ингушские исследователи считают, что развитие тех или иных архитектурных форм в границах Горной Ингушетии, в том числе башенных форм, конечно же, происходило на базе местного архитектурного субстрата. На этой почве возникли, допустим, и эволюционировали те же башни. Сначала от жилых, которые потом эволюционировали в полубоевые, а затем уже боевые. Вы отчасти назвали виды. Вот если конкретно сказать, какие виды башен сегодня до нас дошли, сохранились, и разновидности. Мы знаем, что те или иные виды еще на разновидности делятся. Вот в общем. Да, конечно, башенная архитектура Горной Ингушетии представлена несколькими группами, типами, видами. Ну, об этом еще говорил и археолог Семенов, и Крупнов. Была разработана вот эта классификация, основанная на функциональном назначении тех или иных типов памятников. Но есть жилые башни, кстати, они тоже разных форм. Даже если мы среди вот этих башен берем формы, типы, виды, подвиды, то мы знаем, что есть жилые башни, полубоевые и боевые. Но даже среди жилых есть своеобразие, типы построек, да, несмотря на то, что их объединяет один тип. Жилые башни бывают, допустим, двухэтажные, трехэтажные, четырехэтажные. Кстати, те же историки архитектуры считают, что появление четырехэтажных конструкций говорит о позднем периоде строительства этих башен. То есть более сложное строительство – это более поздний период? Да, если так смотреть с точки зрения эволюции, действительно, все развивается от простого к сложному. Ну, это такая вот распространенная парадигма, мы это все знаем. Ну и здесь каждый этаж имел свой вход, свой входной проем. Конечно, это не такие крупные входные проемы, но тем не менее, особенности на первом этаже. В хронологическом отношении, и самым ранним считается именно жилые башни, которые в процессе своего развития перевоплотились в иные формы, допустим, того же полубоевого типа. В общем, ну что значит полубоевая башня? В этой башне сочетаются критерии и особенности, характерные как для жилой башни, так и для классических боевых башен. Ну, например, это активное устройство в полевых башнях защитных балкончиков машикулей. Полубоевые башни имеют меньший план основания. Они вытянуты вверх. А здесь количество этажей уже больше. В общем, и защитных возможностей больше. Поэтому, но это еще не совсем классические боевые башни, которые разбросаны по границам той же Горной Ингушетии. Кстати, впервые на наличие таких вот переходных звеньев, переходных форм обратил внимание Владимир Иванович Марковин. Да, археолог, который сделал большой вклад в кавказоведение, и в археологию Кавказа, и архитектуру, и ингушскую археологию, и архитектуру в частности, потому что он достаточно плодотворно работал в предгорной, горной Ингушетии в советский период. Ну, как мы говорили, хронология бытования и строительства жилых башен, примерно это 11-12 века до начала 19 века. Затем появляются полубоевые башни. Вокруг датировки полубоевых башен есть, конечно же, дискуссии. Некоторые считают, что появились они в XIV веке, другие считают, что в XV веке и строились вплоть до XVII. В общем, и есть третья группа исследователей, которые считают, что и те иные формы, то есть жилые башни, полубоевые и боевые, могли строиться, в принципе, на позднем этапе и одновременно. В общем, что, в принципе, подтверждается и проведенными нами радиоуглеродных исследований, допустим, той же полубоевой башни в селении Хамхи. Да? И действительно кажется, что им примерно вот этот период, грубо говоря, если
округлять так, да, то это примерно 15-17 века, время активного, время зарождения и активного строительства именно башен полубоевого типа. Вот. Ну а в 17-18 мы это знаем, что это расцвет башенной архитектуры, и именно на этот период приходятся основные классические формы боевых башен ингушей. Допустим, ну, последним таким вот завершающим звеном, который является боевые башни с классическим пирамидально-ступенчатым перекрытием. Но когда появились боевые башни в Горной Ингушетии, тоже существуют дискуссии. Да, археолог Мужухоев считал, что начиная с XIV века. Кстати, должен сказать, что многие кавказоведы считают, что примерно XIV-XV века действительно начало строительства и боевых башен. Проведенное нами радиоуглеродное исследование доказывает это. Нами была датирована Бялганская боевая башня, которая показала дату, в основном это 14-е, начало 15 века, да, или до середины. Боевая башня Магати примерно этот же период. В общем, но это ранние формы башен. В них нет так называемых поздних элементов, которые мы видим на классических боевых башнях. Там нет машикулей. Там нет четырехстороннего каменного ложного свода между вторым и третьим этажом. Там нет так называемой тупы-норгищ, отверстия для ружья. То есть эти башни возникли в тот период, когда в быту, в обиходе не было огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие у нас, по данным письменных источников, да, в частности в Горной Ингушетии, появляется в самом начале 17 века. Конечно же, мы допускаем, что в конце 16 века тоже могло быть применение, я имею в виду быть в обиходе именно огнестрельная форма оружия. Вот. Вот если говорить вкратце о хронологии. Но хотелось также отметить и завершающий именно период строительства боевых башен. 18 век, на этом все сходятся, да? Но было ли в начале 19 века строительство боевых башен? Об этом нет сведений. Можно допускать? Ну, теоретически возможно. Теоретически возможно, но этот период, как говорится, уже активных таких вот экономических, политических связей от Ингушетии, да, с Российской империей уже очень многие фамилии, и очень многие наши ингуши начинают переселяться с гор на равнину, уже, как сказать, нет надобности в строительстве этих башен. Еще раз повторюсь, точных данных о строительстве боевых башен в самом начале 19 века, конечно же, нет. Но насчет жилых башен, то такие данные существуют. И более того, существуют также данные о том, что и склепы возводились в начале 19 века. Малат, как раз-таки говоря о параметрах, вы отчасти говоря об особенностях того или иного вида, сказали о некоторых параметрах. Получается, вот какие-то общепринятые размеры, да, для каждого вида. Вот можно об этих размерах, параметрах каждого вида? Ну вот, если говорить о высоте башен, ну, как правило, те же жилые башни имели высоту от 8 до примерно до 12 метров. Вот такая высота. При 2, 3, 4 этажах. Полубоевые башни, они в основном были 4-этажными, но также в редких случаях могли иметь и 5 этажей. И достигать высоту примерно от 12 до 16 метров. Что касается боевых, конечно, они были самыми значительными по высоте постройками. Да, начиная от 20 до 30 метров. Конечно, 30-метровые башни в Горной Ингушетии есть, обнаруживаются, но их не так много. Как правило, это 6-этажные конструкции, кстати говоря. Да, боевые башни у нас имели от 4 до 6 этажей. Что касается различий, да, ну, о боевых башнях говорилось много, то их отличает уже любой исследователь. Да? Вот, что касается разницы между жилой и полубоевой башней, то вот здесь возникают проблемы. Почему?
Допустим, те же полубоевые башни, они могут иметь, в принципе, такие крупные параметры, да? Однако мы должны понимать, что в полубоевых башнях не было опорного столба междуэтажного перекрытия, который был обязательным элементом в жилой башне. Почему? Потому что пространство, площадь жилой башни была значительной. И для того, чтобы сделать перекрытие, нужно было протягивать балки. А на значительную ширину башни, допустим, 8-10 метров, иногда и более, таких вот длинных балок не существовало. Поэтому ингушские строители в средневековый период прибегли к такому строительному приему, как устройство в центре башни между опорного столба, междуэтажного перекрытия, который шел от основания вплоть до края башни. Да? И на нем уже покоились междуэтажные перекрытия, специальных балках, которые монтировались в стены и затем уже в эту вот опорную, можно сказать, колонну. Или по-ингушски называется, кстати, ердебо. А в полубоевых башнях, которые имели меньшую площадь основания, не было необходимости строить вот эту вот опорную колонну. Вот на это необходимо обращать внимание. Умалат, говоря о местах строительства башен, как мы знаем, тщательно выбирали, продумывали место строительства. В общем, чем руководствовались при выборе места строительства? Ну, прежде всего, удобное место для жизнедеятельности. Прежде всего, конечно же, водные источники. Можно сказать, источник жизни. Да? Без воды нет жизни. Это вот простое такое вот правило бытия, и наши предки, разумеется, руководствовались этим. И жилые башни строились именно недалеко от водных источников. Это могла быть река, это мог быть родник, ручеек и так далее. В общем. Ну и само место. Одно дело водный источник, другое дело место подходит оно для жизни, обитания или нет. Если здесь рядом какая-нибудь площадка, где можно было вести сельское хозяйство, кстати говоря. Затем, если здесь место для сенокоса, потому что людям нужно было жить, и люди, конечно же, обязательным порядком занимались разведением, да, скота, в общем, а для того, чтобы прокормить его, нужны сенокосные угодья. И то, и другое имеется в Горной Ингушетии вблизи башенных поселков. Вот. Кстати говоря, должен отметить, что изучение сельского хозяйства средневековых ингушей достаточно слабо разработан вопрос, что очень плохо. Конечно же, при раскопках там можно найти какой-то инвентарь, да, орудие труда и так далее, но сами пашни, да, сами вот эти вот земледельческие террасы, они практически не изучены. Кстати, несколько лет назад мы впервые предприняли такую попытку. Мы делаем шурфовку на земледельческих террасах с целью обнаружить в них зерна сельскохозяйственных культур. Это только начало. Будем надеяться в будущем, что эта работа нами будет продолжена при наличии соответствующего финансирования. Поэтому сенокосных участков тоже много вокруг башенных поселков. Должен сказать, что ингуши блестяще выбирали место строительства своего жилого очага. Эти башни должны были находиться в стороне от, допустим, тех же путей оползни, да, там, где вот оползневые процессы происходят. В общем, потому что мы знаем, что горные системы, да, в том числе и такая горная система, как Кавказ, очень часто здесь, в границах этой горной системы, происходит и землетрясения. Вот часто после обильных дождей бывают и селевые потоки, оползни. И строительство жилых башен должно было находиться в стороне от вот этих вот путей движения, оползней и подобных явлений.
фольклорных данных упоминаются имена мастеров-строителей в преданиях, легендах? Наиболее известные имена, что известно об этих личностях? И есть ли упоминание, помимо фольклорных сведений, есть ли упоминание об этих личностях в официальных исторических документах? Если говорить о письменных источниках, да, то, к сожалению, мы знаем, да, что в поздний средневековый период такой развитой письменности у нас не было, но тем не менее в некоторых русских документах, да, там, в частности, XVIII века, в частности, 1733 года, да, отмечается один из наших строителей. Но не в том смысле, что он является строителем, а просто упоминание о том, что вот среди жителей Джаравского ущелья есть такой-то представитель. Я имею в виду вот, о Охриевых. Да, там у нас именно из этой фамилии происходит знаменитый строитель Дуго Охриев, который блестяще возводил сложные архитектурные конструкции не только у нас, в Горной Ингушетии, но и на сопредельной территории, в частности, на территории Северной Осетии. Благодаря его таланту, его умелым рукам, например, возникла башня в Даргавсе, к примеру. Вот, конечно, у нас много строителей. Тот же Деоцельянов, да, Арсамак Евлоев, да, из фамилии Ханивых, да, Ухана и Хинка, которые активно строили, в том числе и в Джараховском ущелье. Янт, знаменитый наш Янт, да, родоначальник современной фамилии Яндиевых, родом из Эрзи. Было также много строителей среди фамилии Тумгоевых, да, в частности Албаков, Барханоев, ну и так далее, и так далее. То есть в Средневековье, в Горной Ингушетии, можно сказать, возникла такая вот прослойка высококвалифицированных строителей, мастеров-строителей. Из столетия в столетие ингуши рассказывали о них, применительно связанных с их строительной практикой. Вот. Должен сказать, что и в 1920-30-е годы, когда одна из научных экспедиций работала на территории Северной Осетии, то там местные старожилы рассказывали об ингушских мастерах-строителей, кстати говоря. Строили наши мастера и в Грузии. Вот, да, в частности, да, Любайскари, да, в селении Любайскари стоит ингушская башня, возведенная ингушским мастером. В Чечне есть башни, об этом, кстати, я писал Крупнов еще в советское время, когда проводил активные экспедиции в 1930-х годах, да, в той же Горной Чечне. Активная деятельность ингушских строителей, она отнюдь не ограничивалась рамками Горной Ингушетии. Они работали на широком, как говорится, фоне, они работали в сопредельных регионах, да, Кавказа. Умалат, говоря об оформлении башен, мы знаем, что оформлению башен уделялось огромное внимание, и конкретно о символике. Вот основные символы, которые использовались в строительстве, в оформлении башен, и их значение. Ну, на фасадах ингушских средневековых башен можно видеть различную символику. Она различна в своем содержании, в размерах и так далее. Допустим, некоторые фасады башен содержат форму так называемого креста Голгофы. Да? Вокруг этого тоже, конечно, существуют дискуссии. Затем очень часто на арочных камнях входных проемов жилых башен можно видеть различные знаки, петроглифы, рисунки. Вообще, в целом, если так разделить на группы декоративное искусство ингушей, то здесь можно выделить несколько групп.
Да, первые это могут быть петроглифы, там, затем рисунки, комбинированные рисунки, там, где мы видим какой-то многосложный сюжет. Сцены охоты, кстати говоря, зафиксированные на архитектурных постройках в Игикале, в Лялахе и других местах. То есть здесь хоть и декоративно-прикладное искусство до Ингушетии не находилось на столь высоком уровне своего развития, но тем не менее это имело место, что мы находим как раз-таки вот в этих вот рисунках, которые еще были зафиксированы экспедицией Семенова. Да. И что еще? Конечно же, в редких случаях, но тем не менее, рельефные изображения встречаются. Например, в башне Евлоева в селении Пялинг, кстати говоря. В общем и в целом, вот, можно сказать, такого вот развития искусство, декоративно-графическое искусство все-таки имело место быть в рамках Горной Ингушетии. И вот эта символика, о которой мы сейчас говорили, да, то только дополняет именно вот это вот положение. Вот. Но опять-таки кресты Голгофы встречаются не на всех башнях, чтобы мы знали. Это практически всегда фасады боевых башен с пирамидально-ступенчатым завершением, если говорить о башнях. Но в некоторых случаях на фронтонах святилищ, допустим, храм-святилище Диалетев над селением Карт. Здесь можно видеть. В общем, ну вот, если говорить о крестах Голгофы. Конечно, если говорить о петроглифах, то их очень много. Они самых разных форм. Наиболее распространенная, конечно, так называемая круговая свастика, когда в центре в круг, и от него исходит несколько таких дугообразных лучей. Это может быть 3, 4, до, по-моему, даже 7 и 8 лучей. Символика, она достаточно разнообразная. Поэтому можно сказать, что практически вся наша архитектура, она как-то в той или иной мере связана с развитием декоративно-прикладного искусства. Вот. И изобразительная символика здесь встречается в разнообразной форме. Ингушская башенная сигнальная система УМАЛАТ, система оповещения, предупреждения об опасности. Прежде чем мы с вами об этом подробнее поговорим, хотелось бы посмотреть видеоматериал. Это фрагмент программы «Герои Ингушетии», авторы государственной символики и Конституции Республики Ингушетия, где один из наших ингушских художников, народный художник Ингушетии, автор герба нашей республики Руслан Ильдиев рассказывает об одной из своих недавних работ. И эта работа как раз-таки посвящена этой теме. У нас не было телеграфа, не было телефонов. Горы, они извилистые, ввысь вверх, боком прокричать тоже невозможно бывает, а враги проходили. И вот зажигается где-то на какой-то высоте, зажигается огонь, передается кому-то, видно ночью огонь горит, оттуда сигнал, значит, идет враг. Они зажигают на другую высоту, потом, когда башни строили, эти костры начали жечь на башнях. На башнях вот плоская, крыша плоская, там деревянная крыша, деревянный потолок, все это забито глиной. На этой глине, ее когда глиной забивали, поднимали глину, засыпали, потом смачивали водой, брызгали, и была большая здоровая дубинка, и обычно сильно здоровый человек колотил по этой глине, трамбовали. После этой хорошей трамбовки опять слой глины, опять это трамбовали. Дождь не проходил, то есть эта крыша не протекала. На этой крыше все время лежали дрова. Высохшие, хорошие дрова лежат, когда надо, их поджигают. Теперь ночью огонь хорошо видно.
А вот днем огонь не так далеко не передается. Вот этот телеграф, он тогда не работает. Добавляли зеленые ветки, то есть, чтобы густой дым. Когда дым поднимается с башни, дым уже видно. Зажигается следующий, и вот этот телеграф работал. Днем, значит, по дыму ориентировались, ночью по огням, по кострам этим. И буквально, ну, бывало, конечно, люди спят там, не все заметят, там кто-то на коне проскачет, где-то там вовремя зажгут. И буквально вот за там, полчаса, за час вот эти костры уходили в одну сторону или оттуда сюда шли. Это была весть, что идет враг. И даже с какой стороны вот костер этот оттуда зажегся, значит, оттуда идет. Отсюда слева или справа. Картину я подписал, ось сдал. А по-русски, скажем, тревога. Малат, вот мы посмотрели материал. Что вы вообще скажете о самой работе? Насколько автору удалось изобразить точно вот этот исторический факт? И вообще об этом явлении, об ингушской башенной и сигнальной системе? Ну, конечно, эта парадигма, она не случайна, и мы знаем, что и фильмы снимались и художественные по этому поводу, да, и в научной литературе неоднократно говорилось о наличии такой вот сигнальной системы, да, в горной части Ингушетии говорилось, и не случайно это нашло отражение и в художественных фильмах, и в науке наших, в научных статьях, публикациях говорилось о наличии такой системы применительно к Джарахскому ущелью, там, далее Васинской и так далее. Вот. И в данном случае, ну, конечно, с интересом я посмотрел это полотно нашего замечательного, знаменитого художника, и здесь в общих чертах раскрыта, да, суть вот этой сигнальной сторожевой системы. Ученые, конечно же, дискутировали по этому поводу, вот, насколько могла эффективно работать, или вообще была ли эта система. Одни считали да, другие считали, что, возможно, и нет. Вот, в частности, говоря о пирамидальных башнях, говорят, где вы будете зажигать там огонь. Но есть и, в принципе, ответ на этот вопрос. И можно и большими вот такими вот факелами, да, и давать сигналы. Тем более, что высота вот этих верхних окон на башне, на верхних, я имею в виду окон в верхних этажах, башни пирамидальной ступенчатой крыши, они достаточно крупные. Ну, примерно до где-то, ну, грубо говоря, до 2 метров высотой. Поэтому даже если в центре вот этой вот площадки верхнего этажа возвести огонь, то он будет виден на большом расстоянии. И, как отметил наш художник, днем, конечно же, на дальнем расстоянии огонь не так будет виден, но дым виден всегда вдали. Я точно могу это сказать. Потому что даже дым от небольшого костра в горной Ингушетии можно видеть на большом расстоянии. А если специально возводить огонь, чтобы подавать сигнал, то он будет виден на достаточно значительном расстоянии. Поэтому этого могло быть. Ну, применительно горной Ингушетии, то мы знаем, что наиболее большая опасность исходила со стороны Дарьяльского ущелья. Это еще с бронзового века, чуть ли не с неолита, как считают некоторые ученые, был такой вот важной артерией, по которой проходили огромные массы людей. Это могли быть и купеческие какие-то караваны, это могли быть войска каких-то там завоевателей и так далее. Оттуда всегда исходила угроза. И поэтому не случайно у слияния реки Армхи и Терека стояла знаменитая ингушская башня Кургала, которая была первой, можно сказать, на этом приграничье. И как рассказывают фольклорные источники, на этой башне несли охрану хорошо вооруженные
ингушские молодые люди, которые при, допустим, опасности именно зажигая, да, возводя огонь на крыше вот этой башни, подавали сигнал по Джейрахскому ущелью, далее вглубь Асинское и так далее. Нужно отметить еще тот факт, что действительно все эти конструкции, да, в данном случае боевые башни, они находятся в пределах зрительной связи. И мы неоднократно наблюдали, когда ту или иную башню боевую мы видим на расстоянии с 10 километров. Вот, да, вот буквально на днях, да, работая в Горной Ингушетии, мы поднимаемся на Бишский перевал, в общем, и оттуда, ну, видно башни, которые стоят и влево, и на запад, и на восток, на расстоянии 10-12 километров спокойно. Просто даже вот, если смотреть зрительно, имеется в виду. А так, конечно, вот эта сигнальная система, она могла быть, это необходимость, в общем, потому что в Средневековье это был достаточно бурный период, если мы говорим о Средневековье, в общем, где огромные массы людей, там, завоевателей проходили, да, по разным направлениям сторон света. Из плоскости была опасность. Мы знаем, что особенности в золотоордынский период, когда плоскость была захвачена монголами. И есть письменные свидетельства, которые говорят о том, что они нападали на горцев, но и горцы на них нападали. Вот, поэтому опасность всегда была, и горная страна наша, ингушская, она как бы нуждалась, в принципе, в наличии такой сигнальной системы, и многие данные говорят в пользу того, что она действительно у нас здесь была. И об этом красочно рассказывают, в том числе фольклорные источники, которые собирал археолог Джабрил Чакиев. Умалат, на какой период приходится завершение строительства башен и с чем это было связано? С появлением причин и обстоятельств, как говорится, особенности, как я говорил и ранее, вот, направление контактов, выселение на плоскость, уже более-менее благоприятная обстановка в предгорьях и на равнине. В общем, и постепенно ингуши начали выселяться на равнинную зону нынешней Ингушетии. И необходимость в строительстве этих конструкций, она отпала. Вот. Но, как я говорил, эпизодически есть такие вот свидетельства в пользу того, что в частности, жилые башни и склепы, они строились в начале XIX века. Интересно, если мы посмотрим фотографии XIX века, да, самые первые фотографические изображения башенного комплекса, то можно обратить внимание на то, как средневековое отмирает и как появляется новое. То есть появляется жилище, дома открытого типа уже в XIX веке. Но ингуши их строят притык к стенам жилых башен. То есть вот эта вот связь с прошлым ингуши не прерывали. И это, кстати говоря, можно наблюдать и по погребальным комплексам, когда на территории склепов появляются мусульманские кладбища в виде, да, этих чуртл, да, надмогильных стел. И здесь, если говорить о жилых башнях, то, как я говорил, они постепенно сменяются с жилищами открытого типа. Это уже, как говорится, другое оформление и другие, как говорится, другая планировка сооружения. Это в большей степени прямоугольные сооружения, вытянутые в длину. Здесь можно видеть и там, балконы широкие, там, продолговатые и так далее. То есть здесь уже постепенно в XIX веке все старое как бы отмирает и дает, появляется, можно сказать, новая форма
жилых помещений, но это уже, как бы, можно сказать, другая архитектура, другие принципы строительства. Вот. Уже, как я говорил, дома более приземистые, разумеется. В общем, и применение даже в том же интерьере появляются уже другие какие-то детали, ну, связанные с мотивированной эпохой, мотивированной временем. Даже мебель появляется, разумеется, совершенно другая, и обустройство жилого помещения другое. Ну, в общем, этот период, можно сказать, и приходит, как говорится, завершение строительства тех или иных архитектурных форм, которые своим началом были связаны с Средневековьем. Умалат, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие, за интересную беседу. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что этот выпуск был посвящен истории строительства ингушских башен. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.